Ставьте лайки и пишите свои комментарии. Они нам очень важны. Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня в нашем выпуске. Путин торгуется с Сердаром. Блокировка туркменийского газа. Европейский Союз планирует сократить импорт российских энергоресурсов, в связи с чем все чаще начали звучать предположения о растущем интересе к туркменскому газу. На этом фоне Кремль активизирует отношения главами Туркменистана отцом и сыном Бердымухамедовыми. Обозреватели оценивают растущее сближение между Москвой и Ашхабадом как попытку Кремля подорвать усилия Евросоюза в преддверии зимы диверсифицировать импорт энергоресурсов. За последнюю неделю можно было наблюдать, как между высокопоставленными лицами Москвы и Ашхабада складываются благосклонные взаимоотношения. Заметное сближение между двумя странами происходит на фоне ужесточения международных санкций против Москвы в связи с продолжающейся российской агрессией против Украины, в частности усилий Европейского Союза сократить зависимость от российских энергоносителей. Как известно, Туркменистан с целью диверсификации газового экспорта уже много лет изъявляет интерес к проекту строительства транскаспийского газопровода, по которому можно было бы отправлять туркменский газ в страны Евросоюза. Европейский парламент и правительства европейских стран, ссылаясь на плачевную ситуацию с правами человека в Туркменистане, до сих пор не ратифицировали подписанный в 1998 году договор о партнерстве и сотрудничестве между Евросоюзом и Туркменистаном. Но в ситуации с продолжающейся российской войной в Украине Европейский Союз в рамках усилий по снижению зависимости от российских энергоресурсов рассматривает возможности закупки газа в других странах мира, в том числе и в Туркменистане. Европейский Союз и раньше призывал включить Туркменистан в проект Южный газотранспортный коридор. Таким образом, рассматривалась перспектива присоединения потенциального транскаспийского газопровода к системе, включающей в себя трансанатолийские и трансадриатические трубопроводы. Один из последних заявлений по этому вопросу прозвучал в начале июля в Ашхабаде. Вице-президент Турции Фуат Актай во время официального визита в Туркменистан заявил, что рассматриваются три варианта транспортировки туркменского газа в Турцию, в том числе использование для этого газопровода ТАНЭП. Данный трубопровод через Турцию достигает страны Европы. Но Россия выступает против осуществления проекта транскаспийского газопровода, ссылаясь на возможные экологические риски на Каспийском море. Эксперт по Центральной Азии Брюс Паниер в интервью радио «Затлык» 30 августа высказал мнение, что российская инициатива по активизации отношений с Туркменистаном связана с попыткой не допустить выхода туркменского газа на европейские рынки. Почему отношения между Россией и Туркменистаном вдруг сегодня начали резко сближаться? Вероятно, это можно объяснить продолжающейся в Украине войной. Россия, как и другие большие страны, пытается смотреть на широкую картину в связи с войной в Украине, которую сама и начала. С российской точки зрения, одна часть этой картины состоит в том, чтобы как можно больше осложнить ситуацию для Европейского Союза. Это связано, как мы знаем, с санкциями Евросоюза, введенными в отношении Москвы. Мы также знаем, что в последнее время, особенно последние недели, в странах Европы резко выросли цены на газ, нефть, бензин. Это является частью давления, которую Россия пытается оказать на европейцев. Сейчас опять начали активно обсуждать возможность транскаспийского трубопровода, через который можно будет доставлять туркменский газ в Азербайджан и дальше продавать Европе. Эта идея становится популярной в Европе, здесь многие обсуждают возможность заменить российский газ, от которого они пытаются отказаться, за счет других источников, в том числе туркменского газа. Внезапное стремление России к благосклонным отношениям с Туркменистаном, вне сомнения, связано с этой идеей, считает эксперт. Богатый энергоресурсами Туркменистан экспортирует свой газ, в основном в Китай. Но туркменские официальные лица в последнее время на переговорах с Пакистаном и администрацией Афганистана пытаются вынести на повестку дня вопрос трубопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.
но пока воздерживается от упоминания перспектив транскаспийского проекта. Сейчас есть спрос на газ, добываемый в Туркменистане, но политическая элита страны не выказывает никакой реакции на этот спрос. Я думаю, для Туркменистана это будет очередной упущенной возможностью, сказал эксперт. Брюс Паньер в интервью Азатлыку 30 августа отметил, что в Европе идут разговоры о том, что строительство транскаспийского трубопровода не займет много времени, и даже, что проект можно было бы осуществить в течение нескольких месяцев. Вместе с тем, говорит эксперт, в сложившейся ситуации сближение с Кремлем является более выгодным для туркменской элиты, особенно с точки зрения укрепления режима семьи Бердымухамедовых. Конечно, это является важным и для семьи Бердымухамедовых, так как они хотят получить гарантии от России, поддержать Сердара Бердымухамедова в качестве президента и в случае, если возникнет необходимость, помочь ему остаться у власти. А это жизненно важно и для Сердара, и для его отца, говорит Пани.